Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вас опустошает и что вас наполняет? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о себе, о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что меня опустошает и что меня наполняет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте будем смотреть. Для начала я прошу высшие силы показать нам, что вас опустошает. Что же вас опустошает. И будем смотреть потом, что вас, наоборот, наполняет. Так, ну опустошает вас прежде всего, вот видите, какой вышел у вас паук тут страшный, да? Он, мало того, он паук, и он же скорпион, видите? Вот у него 1, 2, 3, 6 лапок, да, и вот такой хвост, как у скорпиона немножечко. Ну, сами понимаете, враги, внутренние противоречия и влияния. Вы человек, который находитесь под влиянием. Вы очень восприимчивы к чужому влиянию. Причем вы как-то... Вы и сами с усами, понимаете, в чем тут интерес? Вы и сами с усами, вы все прекрасно знаете, понимаете. Любому можете, не знаю, там фору дать в предсказаниях, в интуиции и в знаниях каких-то вещей. Но при этом вы как-то в себе очень сильно сомневаетесь. И эти все сомнения, вы как будто бы вот этот скорпион, который сам себя жалит, да? То есть вы себя этим ядом травите, ядом сомнений, токсичным ядом сомнений. Да, понятно, что каждый из нас не идеален, и, конечно же, все мы воспитывались под каким-то, ну не знаю, вот, не знаю, какая-то излишняя скромность, либо какое-то недоверие к себе, что есть там учителя, которые лучше знают, мы должны их слушать, принимать чужое мнение. Свое мнение, оно может быть там некорректное, неправильное, несостоятельное, что не нужно позориться, если перед тобой там более грамотный человек, прими мнение более грамотного человека и прочее, прочее. Ну и, грубо говоря, сейчас получается такой момент, что вы вроде как бы имеете свою точку зрения, причем абсолютно правильную, достойнейшую точку зрения, но под вот этим грузом воспитания вы, скорее всего, ее не принимаете. И если вдруг где-то вы что-то еще услышали вразрез вашей точки зрения, то вам проще отказаться от своего мнения, чем доказать и побороться за то, что ваша идея, теория, она актуальна. Здесь, понимаете, здесь еще влияет по этому пауку, да, социальная сеть, интернет, телевизор, да, медиа. То есть понятно, что с нами играют. Очень много игры идет по телевидению. Очень много вот воздействует на людей путем информационных каких-то вбросов, каких-то информационных бомб. И как бы люди, они могут врать, да, вот мы все привыкли, что телевизор там честный, да, что люди не врут по телевизору. Но на самом деле получается, что люди вот как раз таки по телевизору особенно врут. Особенно вот какой-то сейчас истерия, какое-то запугивание постоянно идет. И вы стали жертвой этого паука, понимаете, он вас поймал и запутал в свои сети. Вы как маленькая мушка, да, которой нужен герой-комарик, который ее спасет. Мои милые, ну вы уже и сами чувствуете, что вы уже пленник и раб какого-то информационного поля. И, конечно же, ваша интуиция, ваш мозг вам кричит, что это все неправда, зачем ты веришь. А вы как будто бы вот, ну, как за допингом идете, за новой порцией какой-то ядовитой информации. Как будто бы потели вы на эту информацию. И ничего с собой поделать не можете. Это вас реально очень сильно губит. Это вас заставляет переживать, волноваться, стрессовать за себя, за любимых людей. И вот эта накрутка внутренняя, она просто вас разрывает. Мозг ваш разрывает. Энергетически вас это очень сильно опустошает. Поэтому мой вам совет постараться больше верить в себе, верить в себя и прям-таки, ну, не принимать все, что вам говорят по телевизору, а хотя бы пытаться спорить с этой информацией, да, вот как внутренний такой мозговой шторм, да, спорьте сами с собой, спорьте с телевизором, и вам будет проще фильтровать эту информацию, и вы выйдете к тому, что вы поймете, что там какая-то чушь сплошная, и слушать это вообще, ну, вредно, вообще абсолютно вредно. Поэтому, милые, ну, либо
ограничиваетесь, но я так понимаю, что вы не сможете ограничиться, и тем более в наше время это очень сложно ограничиться. Либо вот действительно фильтруйте это все дело через свой мозг, потому что вы, ну, я вижу высокий IQ, я вижу очень сильную интуицию, но при этом вы как-то этим не пользуетесь. Пользуетесь там, может, максимум там, на 40-50%, ну а все остальное простаивает. Дальше. Я вижу людей, которые на вас влияют. Есть в вашем круге человек, как истеричка. Истеричка, нервный какой-то тип, причем это может быть и мужчина. Истеричка проявляется в том, что есть какой-то надрыв, какой-то нерв, какой-то прям вот резкая перемена в лице, резкая какая-то, как импульс идет, да, человек вроде нормальный, раз выключатель переключили, и человек срывается, превращается просто в животное, причем очень агрессивное. Вы пытаетесь подстраиваться, либо пытались подстраиваться, но у вас как будто бы не выходит. Не выходит, потому что это неправильно. Вы не должны подстраиваться ни под кого, ни под что. Ваши отношения не должны быть марионеточными. Вам нужно, наоборот, входить и понимать, что никому никогда не нужно позволять влиять на себя. Ведь, знаете, высшие силы на нас влияют только лишь косвенно, нет прямого влияния, потому что это подавление воли человека. Это запрещено как среди людей, так и среди высших сил. Поэтому, мои милые, этот человек, нужно рубить нитки, за которые он вас привязал. Привязал за руки и за ноги. И понимаете, этот человек по своей воле дергает, когда ему нужно, либо когда ей нужно. Это может быть ваш мужчина, может быть это ваша мама, может быть это ваш ребенок даже, да, взрослый, например. То есть кто-то вами очень сильно манипулирует и управляет. Причем вы уже стали как кукла для этого человека. Причем вы уже себя ощущаете куклой, причем кукла тряпичная, которая, вообще, да, вот она без этих веревок ни сидеть, ни стоять не может. Вы теряете себя как личность. Вы понимаете, что этот человек, он рано или поздно зайдет в тупик. И когда это случится, потребуется ваша помощь, а вы уже себя потеряли. Как вы будете помогать? Здесь обязательно нужно выходить из-под этого влияния и пытаться находить пути, пытаться находить решения, которые были бы не критичны, но которые бы позволяли бы вам обретать какую-то долю свободы. И я бы, конечно, обратилась к специалистам, психологам. Я бы, может быть, человека этого бы отвела к психологу либо в храм. Понимаете, потому что помощь нужна не вам даже, а больше человеку этому нужна помощь. Вы, потому что любите, потому что вы очень открыты, потому что вы своя, вы не можете в достаточной мере помочь этому человеку. А человека уже, извините, белочка скоро наступит. Вы простите меня, но я просто это вижу. Кстати, вот прям я не могу четко сказать, молодой ли это человек, либо пожилой это человек. Может быть, две крайности. У каждого будет своя история. Но человек может прям совершить какие-то странные поступки, вредоносные даже, я бы сказала, поступки, которые очень сильно вас растревожат, и вы будете переживать. Дальше. Я вижу козлика. Видите, вот он, козлик вышел. Но это козлик ваш. Это ваша упрямость. Это ваше нежелание менять что-то в себе. То есть, да, вы достаточно критично относитесь к себе, но если что-то вам в голову войдет, какая-то мысль, идея, то вас невозможно переубедить, вас невозможно ни подвинуть, ни сдвинуть. И даже если вы понимаете, что ситуация для вас опасна и не полезна, вы все равно будете продолжать двигаться, биться об одни и те же грабли. То есть есть у вас такой, извините, заскок. И вы вроде как бы понимаете, вам уже кто-то и говорил про это, но вы не желаете себя прорабатывать, в этом проблема. Здесь очень сильно за вас переживает ваш ангел-хранитель, потому что он эту черту вашу видит, он понимает, что вы сами себе вредите, но, как говорится, помочь он вам ничем не может. Знаете, чем он вам поможет? Он вам в жизнь приведет человека, либо уже привел, который ваше просто отражение, в зеркале отражение. И вы будете смотреть на этого человека, и вас будет злить, что этот человек такой же непробиваемый, которого невозможно ни уговорить, ни упросить. Вот если человек уперся, все, считай, что пропало. И вы будете раздражаться на этого человека. И благодаря этой ситуации вы, возможно, и свою проработаете. По крайней мере, вы захотите не быть похожи на этого человека. По крайней мере, мне очень нравится вот эта идея, эта задумка вашего ангела. И я считаю, что да, именно таким образом из вас выбьет вот это лишнее упрямство, которое, реально, извините, оно отягощает вашу жизнь и реально не дает вам реализоваться. Так, давайте теперь посмотрим, что же вас наполняет. Что вас наполняет?
что вас наполняет. Наполняет вас то, что вы человек очень обязательный, и то, что вы человек очень внимательный к другим, внимательный к мелочам, то, что вы умеете любить, то, что вы умеете открывать свою душу. Вы знаете, ваше умение любить, оно для вас очень приятно. То есть, когда вы любите, и когда у любимого вами человека все хорошо, человек счастлив, улыбается, вы как будто бы тоже кайфуете, да, вот вы ловите этот кайф от того, что другому и близкому хорошо. Вы человек, который любит по-настоящему, без всяких вопросов, укоров и бесплатно, абсолютно бесплатно вы умеете любить. Вы знаете, вы тот человек, который будет вкладываться, да, вы не ждете какого-то бонуса, подарка от судьбы, наоборот, вы такой человек, который будет вкладываться, который будет стараться, который будет больше давать, чем берет. И в этом ваше счастье, потому что у вас очень много энергетики, у вас энергетика очень такая необычная, и она, ну, знаете, это можно сравнить там с полнокровием, да, когда у человека, ну, переизбыток, да, переизбыток крови, вы, возможно, донор, который преобразовывает свою энергетику из космоса, либо из природы, либо от воды. То есть у каждого своя история. Но тем не менее, вы настолько хорошо, система эта отлажена и работает, что ваша энергия, она через край. И вы делитесь этой своей доброй, позитивной энергией с другими. И когда вы видите, что человеку хорошо, вот знаете, вы, возможно, даже за собой замечали, что вы можете человека погладить там, по руке, по голове, боль можете снять, тревогу можете снять, можете убрать какие-то, может быть, даже заболевания, да, вот, которые вам даются. То есть у вас еще какой-то есть дар волшебной руки, когда вы прикасаетесь, и вы можете лечить. И когда человеку хорошо, человек начинает улыбаться, человек начинает говорить вам слова благодарности, это вас реально наполняет. А вообще, в принципе, вас наполняет то, что вы очень гармоничный человек, и то, что вы действительно вот черпаете свою природу и свою внутреннюю конституцию и свою энергетику из окружающей среды. Не от людей вы берете, а из окружающей среды, потому что там энергетика самая чистая, самая добрая и самая полезная. Вот, вы в этом плане очень уникальны. Обычно как? Люди не хотят напрягаться, люди берут у друг друга, да, то есть как бы постоянно симбиоз. Вы все знаете, что да, люди делятся на вампиров, на доноров, и есть смешанный тип. Вот, и понятно, что человек, вот, который может перерабатывать сам энергетику, он ленится, и ему проще у ближнего взять. А у кого берут? Уберут, как правило, у самых близких, у самых родных. Такой момент. Поэтому, мои дорогие, вы в этом плане очень особенные, и ваша энергетика, она особенная. Она не вторичный продукт, а именно вот такой экологически чистый продукт. Дальше. Я вижу, вас наполняют хорошие новости. Хорошие новости о вашей семье, о ваших близких. И о том, что вот у них все будет хорошо. Вот если вы в это верите, если вам кто-то сказал, либо кто-то вам, предсказание сделал, вы себя чувствуете очень хорошо, у вас поднимается настроение, вы чувствуете прилив энергии, вы хотите петь, плясать, я не знаю, что-то делать. Вы очень любите, когда у вас собираются гости, когда у вас есть широкий круг общения, когда вы можете, смотрите, вы не любите блистать, вы любите просто за людьми ухаживать, вы любите уделять внимание другим людям, вы любите, делать что-то приятное, вкусно готовить, накрывать там красивый стол, заваривать какой-то, может быть, особенный кофе, либо чай, либо какой-то напиток делать, быть добродушной и радужной хозяйкой, быть очень заботливой и ласковой. Это то, что делает вас счастливой. И вам очень важно, чтобы у вас всегда были люди, за которыми бы вы могли ухаживать и которым бы вы могли дарить свое тепло и свою нежность. Вас наполняет именно близость с людьми, которые вокруг вас. Будь то хорошие друзья, будь то ваша семья, будь то ваши родственники. Вы не одиночка, вы не любите одиночество, вы от него бежите. Хотя у многих может быть такая ситуация, что вы вынуждены в данный момент быть одиноки. Да? Вот как будто бы там дети выросли, я там одна, либо у меня есть муж, но я при живом муже как вдова. То есть какой-то такой момент.
И вам очень-очень хочется о ком-то заботиться, переживать, хлопотать. И вы иногда вот прям готовы, не знаю, там, может быть, выйти там бездомным помочь, кошкам помогаете, собакам помогаете. То есть, может быть, даже пытаетесь волонтерить. Понимаете, вот такой момент. У вас это зов души, ваше призвание быть добрым, открытым человеком. Также, что вас наполняет? Ну, высшие силы вас наполняют. Высшие силы всегда с вами рядом и всегда вас пополняют очень хорошо энергетикой своей, собственной, божественной. И это энергетика знаний. Именно знаний, каких-то вот навыков, передач какого-то опыта, смекалка, может быть, интуиция. То есть, понимаете, к вам постоянно какие-то новые знания и знаки прилетают о вашем предназначении и о вашей миссии. Вы знаете, вот я заметила, когда я вышла на YouTube, я столкнулась на своих общих гаданиях с огромным количеством людей, которые обладают какими-то особыми дарами, способностями и возможностями. То есть я за свои, например, 40 лет в своей жизни я не встречала вот такого количества людей. А тут я почти на каждой отсыпке, либо на каждой отливке, либо на каждом гадании кофейном, на камнях, да, вот я вижу каких-то уникальных людей, которые заходят на мои гадания. И мне иногда кажется, что практически вот все, кто заходит на мои гадания, они такие есть. Вот как будто бы, ну, такое чудо, да, чудо. Вот все люди собираются на мое гадание, все уникальные люди собираются посмотреть мое гадание. Я этому очень рада. И я очень рада тому, что так много прекрасных, уникальных людей со способностями, с дарами и с возможностями. Ведь очень много людей нуждаются в помощи, в подсказках, даже пусть не в эзотерике, а просто в хорошем дельном совете, в хорошем посыле, в хорошем слове. И вы, мои дорогие, вы все как-то, не знаю, под одной звездой, что ли, родились, либо одна и та же прекрасная звезда вам всем светит. То есть вы люди особенные, с особым каким-то посылом, внутренней какой-то особой миссией. То есть у каждого есть своя, конечно, миссия, но вот под миссия, да, у вас какая-то будто бы, вот мне так кажется, да, как будто бы едино идет. У меня же от волнения слова все путаются. И я опять в этом песке вижу такого уникального человека. Понимаете, вот это не один человек, потому что этот рисунок, вот, который мне об этом говорит, он венец. То есть это практически все, да. И человек здесь вот как будто бы на алтаре лежит. То есть у него есть благословение особая возможность и особое призвание. Мои милые, я вас умоляю, кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, если вы чувствуете за собой талант, будь то талант к пению, к рисованию, к медицине, к эзотерике, развивайтесь, обязательно развивайтесь. И это то, что позволит вам наполниться уже до краев полностью. И то, что вам даст и хорошее здоровье, и хорошее самочувствие, и исполнение всех ваших желаний, и всех ваших хотелочек. Ведь закон сохранения энергии, он так и работает. Вы должны своим примером и своим трудом, своей отдачей пробивать себе дорогу вперед и получать себе благословение, получать себе... Смотрите, вы даете одну часть, а получаете 3. Вот такой момент происходит. А когда вы начнете свой талант реализовывать, вы поймете, о чем я говорю. Это очень хорошее начинание, и это ваше призвание. Вы все равно никуда не денетесь. Рано или поздно вы к этому придете. Только выбирайте свое. Выбирайте то, что вам по душе, то, что вам нравится. И не переживайте, что не получится. Все получится, все будет просто прекрасно у вас. Вы особенные, всегда об этом помните. Конечно, этим не кичитесь, но помните, что вы человек, скажем так, с особым знаком, да, со знаком отличия. Мои милые, счастья вам, добра вам и всего вам самого наилучшего. На этом моя цепочка закончена. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.